Все это — наши высокие горы, тайгу, священную Чуйскую степь и теленгитские родовые пастбища создал наш бог Алтай-Кудай. А когда рождается человек, белый бог Алтая дает ему душу. Так говорит моя бабушка, а она все знает. А еще она готовит самый вкусный на свете толканду чай. Поэтому у нас в Сюэке так много богатырей. И каждый мальчик уже в 4 года садится на коня. Наши чубары и кони особенные. Их называют крыльями человека. Их боятся даже злые духи Кёрмёстер, хозяева подземного мира. Они часто воруют людей, особенно музыкантов, если они хорошо на тапшуре играют. Спасти попавшего Кёрмёсом человека может только шаман. Ему надо окурить духов можжевельником, и тогда они ничего плохого больше сделать не смогут. Еще из духов лучше не связываться с алмысами. Они живут в местах, где много глины, и часто превращаются в красивых женщин, чтобы завлекать теленгитов. А узнать их можно только по длинным медным ногтям. Остальные духи на Алтае совсем не злые. Надо только относиться к ним с уважением, обязательно сказать алкыш, то есть доброе пожелание, и подарок подарить. Конечно, и к нам всякие достижения науки пришли. Раньше мы кочевали на верблюдах, а теперь на грузовиках. Ну и сейчас, прежде чем перекочевать на летние пастбища, Дяйлу нужно попросить разрешения у хозяина родовой горы. И тогда он очистит снега и откроет белую дорогу вверх к нашим родовым пастбищам. Мы, теленгиты, живем выше всех в горах Алтая. Вот поэтому нас и называют небесными стражами Алтая.